Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо всем тем, кто пишет комментарии, ставит лайки и делает донаты моему каналу. Земной вам поклон! Тема сегодняшнего гадания звучит так. Кто мой будущий муж? Где, когда встречу? И возьмем описание, какой он. Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Кто мой будущий муж? Где, когда встречу? И какой он по характеру и по внешности? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы, послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Итак, какой же он, ваш будущий муж? Кто он? Кто ваш будущий муж? Так. Ну, сразу скажу, что ваш будущий муж – это человек, который будет любить вас и сердцем, и душой. С этим человеком многие девочки не знакомы. Девочки, женщины, кто будет смотреть. Но есть категория девочек, там, я не знаю, процентов 15-20, которые уже знают этого человека. Причем этот человек уже в вашей жизни как будто бы виделся, да, попадался на глаза, вы его видели, а может даже и знакомый, имя знаете. Но каких-то вот серьезных отношений пока нет. Я не вижу, чтобы были серьезные отношения. Либо это мужчина, может быть такой еще вариант, да, с которым вы когда-то, да, много-много лет назад пытались встречаться, либо строить отношения, который нравился, уже нравился. Но по прошествии определенного количества времени все уже забылось. Мужчина этот серьезный, глубокий, целеустремленный, успешный человек, который умеет ставить цели, который умеет их добиваться. Это человек щедрый, он умеет зарабатывать, но он и умеет тратить. То есть это не скряга. Конечно, он не все спускает, что заработал, и откладывает. Если бизнес есть, то он и вкладывает, все он умеет это делать. Хорошо считает. Тут главное, что он не тратит деньги на всякую ерунду. Человек, кстати, он либо не пьющий, либо крайне редко. Да, вот крайне редко. Он больше какой-то на спорте. Спорт, достижения. Причем, знаете, вот он скорее всего, вот он либо на ЖОСе, либо на ПП сидит, да, на правильном питании и заботится о себе. Такой, знаете, серьезный мужчина, причем возраст у него такой, я скажу, это где-то вот старше, чем 30 лет. 30 и дальше, да, вот разные девочки смотрят. Я просто вижу, что он не первой свежести, извините, не самый молодой, да. То есть мужчина старше вас идет, однозначно старше. Старше, причем старше он где-то лет так вот прям 5-10, да, у кого-то так, у кого-то может там 7 даже быть. То есть человек такой не мальчик, он многое повидал, много где был. Кстати, он может живет, либо жил за границей, возможно, даже у него прошлое было такое очень болезненное. Может быть, он где-то служил, либо он военный бывший, либо он где-то вот прям там мог по контракту служить, где-то вот он был в каких-то горячих точках, может быть, пережил, очень много всего пережил. У него вообще вот тут донышко, его прошлое, это просто сплошные какие-то испытания, причем все оно в шрамах, в мелких таких, вот знаете, зарубках, много тяжелых ситуаций. Было у него в жизни 2 очень жутких предательства, после которых он все равно веру в людей не потерял, надежду не потерял и верит, что счастье есть, что солнце счастья над ним взойдет, да? Что он найдет и свою половинку, и счастье. Смотрите, человек мог быть женат, причем несколько раз, а мог вообще никогда не быть женат. Здесь у него как будто бы все с чистого листа начинается. Если он, например, был в отношениях, отношения закончены, он просто, как знаете, как стирает у себя все в голове,
и ничего не остается. Если есть у него дети, а я вижу, что, скорее всего, дети есть, по крайней мере, одного ребенка я вижу, то он с этим ребенком на каком-то большом расстоянии. Он этого ребенка любит, ну, стремится к этому ребенку, но встречи крайне редкие, то есть расстояние очень большое между ними. То есть не получается встречи, не получается какое-то вот тесное общение. У этого человека большой круг общения, большой, обширный, но настоящих друзей всего лишь 2 человека. 2. Один, не знаю, может быть даже его какой-то партнер, либо друг по работе, а второй друг прям, не знаю, то ли с военной какой-то жизни, то ли с детства. То есть вот такая очень долгая история дружбы. А этот человек, он помогает, он как меценат идет, да, он помогает, может быть, животным, а может быть и людям помогает, а может и тем, и тем. Он помогает, он старается делиться своими ресурсами с другими. То есть для него это важно. Знаете, вот он долгое время был вообще закрытый. Ну, не шел на контакт с людьми, то есть у него долго очень не было отношений. Долго, это может быть там несколько лет, да. Вот он после последнего какого-то тяжелого предательства в своей жизни, вот второго, он просто закрылся. Закрылся и сказал, что все, с меня хватит, я не хочу, лучше я там уже буду всю жизнь один. Но он смотрит на своих приятелей, на своих каких-то, может, не знаю, там, кто с ним работает вместе, коллеги. Он видит семьи, он видит счастливых людей, улыбки. И плюс тому, что, еще раз говорю, у него вот с его ребенком какое-то общение натянутое, либо вообще ограниченное. Ну, натянутое в плане того, что нет доступа к ребенку. Вот, и вот он прям, знаете, чувствует, что да, вот все, я готов, я созрел, у меня уже все отпустило, я хочу семью, я хочу любви, я хочу, чтобы у меня была подруга жизни, спутница жизни, да. Здесь вот он не ищет женщину там для утех, для секса, для каких-то там интимных игр, а именно ищет подругу жизни, спутницу, с кем он может прожить всю жизнь, да, с кем пойдет рука об руку. Вот такой серьезный, понимаете, очень серьезный и очень глубокий мужчина. Знаете, вот он как будто бы отшельником жил. Отшельником жил, у него вот была работа, спорт и все. Да, там крайне редкие встречи с друзьями, потому что друзья, скорее всего, семейные. Вот, и он, ну, не вмешивался в эти отношения. И что ему там делать, да, когда все семьями улыбаются, счастливые, а он один. И теперь огромное желание. Желание у него возникло, что я тоже хочу себе семью. Знаете, вы полностью соответствуете его мечтам о счастливой семье, о настоящей жене, о женщине, которая сделает ему пару. А вы прям для него идеально, вот в его мыслях, что он там думает себе, какую я себе женщину хочу, и вы, какая вы есть на самом деле. Даже я больше скажу, что вы более идеальны, чем он сам тебе надумал, и какие у него там критерии есть в голове. Здесь у вас дороги сойдутся, причем они сойдутся по звезде. Сойдутся они под общей крышей. Это будет знакомство не на улице. Это знакомство будет, скорее всего, где-то в каком-то помещении. Причем и вы, и он будете туда по одной дороге идти. То есть добираться по одному и тому же пути, по одной дороге. Это может быть какое-то учреждение, может быть у кого-то, там, не знаю, праздник, кафе какое-то, ресторан, клуб. То есть вы вместе приходите в одно и то же место, в одно и то же время, и скажем, над ним загорится звезда, над вами загорится звезда. И так вы друг друга узнаете, вас просто притянет, очень сильно притянет. Я вижу, что он не захочет туда идти, а вы будете ждать этой дороги. И вы там будете не одна. Вы, скорее всего, там будете с каким-то другим мужчиной, либо друг, да, либо человек, с которым вы пытаетесь построить отношения. К сожалению, я вижу, что между вами, скорее всего, какой-то конфликт произойдет, и вы как будто бы вот в расстроенных чувствах захотите оттуда уйти и наткнетесь как раз на этого мужчину. В прямом смысле слова, у вас какое-то прям столкновение идет. От этого столкновения будет взрыв. Взрыв в голове, взрыв эмоций, взрыв чувств. Вы как-то сразу влюбитесь и не захотите больше расставаться. То есть сразу как-то общаться начнете. Не знаю, что-то вот интересное происходит. Здесь знакомство как будто бы в сказке идет. Вот такая ситуация. Так, давайте я еще посмотрю, что нам песочек расскажет про вашего будущего мужа. Что же за мужчина будет? Какой мужчина? Как будет любить? Как будет относиться?
Что же ждать от него? Так. Да, вместе на облаках будете летать. Вместе на облаках будете летать. Причем у вас вместе с ним какие-то будут очень дальние дороги. То ли вы ездить куда-то будете вместе очень далеко, то ли летать куда-то будете далеко. Может там на отдых, может куда-нибудь на тропические острова. То есть вместе у вас много дорог. Много дорог. Знаете, что я хочу вам сказать? Ваши отношения, вот любовные отношения, они будут строиться таким образом, что вы будете вкладываться больше сердечно, потому что здесь сердце, видите, какое оно неравномерное. То есть вы больше вкладываете сердечно, вы там жена, мама, хозяйка, там, подруга, да, любовница, а он больше будет, скорее всего, вкладываться материально. Материально и будет таким, знаете, защитником, добытчиком а-ля защитником. За вами идет семья, за вами идет быт, за вами идут мягкие плавные линии. А за ним, да, вот видите, даже детки. Вот, кстати, мои дорогие, кому актуально, с этим мужчиной будет двое деток. Двое деток, девочка и мальчик, девочка и мальчик. Вот так вот, двое деток. А за этим мужчиной, смотрите, за ним идут люди. Это может быть его коллеги, его сотрудники, да, вот чем он занимается. То есть у него за спиной люди, а у вас семья, дети. То есть в таком формате вы будете строить отношения. Кстати, я вам больше скажу. Ваш мужчина, вот будущий, он каким-то известным станет, да, он какое-то, может быть, движение организует, может там партию какую-то организует, может в политику пойдет, может очень крупный бизнес у него в будущем будет. То есть этот человек, смотрите, сколько за ним людей. Вот люди в один ряд, во второй ряд. Очень много людей у него за спиной. Ну, а у вас, видите, детки идут. Детки. Вот такая идет ситуация. Так, вы с этим человеком познакомитесь через год, год-полтора. Вот так вот идет. Будет знакомство именно в этот период времени. То есть не раньше, чем год. К сожалению, так. Не раньше, чем год. Именно с этим человеком. Почему? Потому что мужчина еще, скажем так, не вошел в то состояние, когда он готов влюбиться. Да, он уже об этом думает, да, он себе там в голове какие-то планы рисует, строит, да, какую женщину хочу, какая женщина мне нужна, но пока влюбиться не готов. А вы со своей стороны, скорее всего, у вас либо какой-то другой мужчина на примете, может быть, вы с кем-то встречаетесь, может быть, даже в отношениях, либо вы тоже немножечко, ну не то чтобы не готовы, а скорее всего этого человека пропустите, потому что для вас он покажется слишком уж каким-то напыщенным и очень слишком таким, скажем так, самоуверенным, да. То есть мужчина, ему нужен настрой. Когда он настроится на вот такой лад, что я хочу там видеть, любить, быть вместе, хочу тепла, у него и глаза будут по-другому смотреть. Сейчас его глаза очень колючие. Вот. И если вы встретитесь с ним сейчас, вы скажете, что это сухарь какой-то, да, и может там он надсмотрщиком в тюрьме работает, да, то вы его просто пропустите. А когда придет время, когда вот он у себя в голове решит, что все, пора пришла мне окольцеваться, тогда вот будет все по-другому. Потому что вы считаете то, что написано будет у него в глазах. А в глазах у него будет любовь, восхищение, радость, счастье. Знаете, просто спектр эмоций. Вот такая ситуация, мои дорогие. Так что ваш мужчина, он идет в вашу жизнь. Встреча будет однозначно. Ну, а вы уже решайте сами, выбирать этого человека, либо нет. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.